Ученые провели интересный эксперимент. Они разделили случайных людей на 3 группы – А, Б и С. Участники каждой группы бросали мяч в баскетбольную корзину. После того, как каждый участник сделал по 3 броска, ученые сравнили результаты всех групп. Они были практически равными, но затем ученые дали группам А, Б и С разные инструкции. Группе А они сказали: в течение следующих 30 дней вы должны тренироваться по 1 часу в день. Идите на площадку и отрабатывайте броски в корзину. Группе Б они сказали: вы не будете тренироваться на площадке, вы будете тренироваться, не касаясь мяча. Тренируйтесь только в своей голове. Представляете, визуализируйте, как вы каждый раз попадаете мячом в корзину. Группе С они сказали: вы вообще не должны тренироваться. Следующие 30 дней даже не думайте о баскетболе, просто занимайтесь своими делами. Через 30 дней они снова сравнили результаты и в этот раз были шокированы. Группа А, которая ежедневно тренировалась по 1 часу в день, улучшила свои показатели на 24%. И это понятно, потому что практика приводит к прогрессу. У группы С, которая не тренировалась и даже не думала о баскетболе, прогресса не было. Нет практики — нет прогресса. Это тоже понятно. Но вот в группе Б случился настоящий прорыв. Люди, которые не тренировались с мячом, а тренировались только в своей голове, улучшили свой результат на 23%. Это всего на 1% меньше, чем люди, которые ежедневно тренировались с мячом на площадке. Это свидетельствует о том, что ваш разум обладает невероятной силой. Найдите информацию о таком спортсмене, как Роджер Баннистер, который визуализировал свои успехи. В наше время есть много спортсменов, которые тренируются не только физически, но и мысленно, представляя достигнутый результат. И я хочу, чтобы вы тоже начали практиковаться в искусстве визуализации. Я хочу, чтобы вы представили свой идеальный день, без каких-либо ограничений, начиная с момента вашего пробуждения до отхода ко сну. Потому что если вы сможете что-то представить, вы сможете это реализовать. То, что вы отчетливо представляете, вы воплощаете в жизнь. Проблема людей заключается в том, что они неправильно используют визуализацию. В итоге они не получают того, чего хотят. Они визуализируют все то, что может пойти не так, все то, чего боятся. И чем больше они концентрируются на этом, тем сильнее их разум притягивает эти негативные ситуации. Неудачу на экзамене или неудачу на очередной встрече с клиентом. Все беды начинаются в голове. А когда вы создаете свой идеальный день, когда прокручиваете его в своей голове снова и снова, то все ваши мысли нацелены на осуществление задуманного. Помните, ваши чувства — это язык вашего тела, а мысли — это язык вашего разума. Не ограничивайте себя, представляя свой идеальный день, свой успех. Я хочу, чтобы вы визуализировали свой успех, видели его, чувствовали его, поверили в него, а затем ежедневно работали, чтобы воплотить мысли в реальность.